хотелось начать со слов знаменитого английского писателя Бернарда Шоу. Единственный путь, ведущий к знаниям, это деятельность. И в своей педагогической практике мы убеждаемся в этом. Приведем здесь мнение известного ученого, старшего научного сотрудника лаборатории Российской академии образования Павла Валентиновича Степанова. Неурочная деятельность нередко рассматривается учителями как средство, позволяющее им достичь тех учебных результатов, которых они не успевают добиться во время урока. Но сведение неурочной деятельности к деятельности обучающей неправомерно. Если для достижения предметных результатов наиболее благоприятные условия все-таки создаются на уроке, то для получения личностных, то есть, собственно, воспитательных результатов, наиболее благоприятные условия возникают именно во внеурочной деятельности. Даже организовывать внеурочную деятельность ФГУС обязывает по направлениям развития личности, такие как духовно-нравственная, физкультурно-спортивная и оздоровительная, социальная, общеинтеллектуальная и общекультурная. Таким образом, приоритетом во внеурочной деятельности становится реализация ее нравственного потенциала. На уроках английского языка воспитанники создают такие учебные предметы, как закладка-загадка для второклассников, мой первый алфавит, мой первый английский алфавит, передвижная выставка «Наша планета до и после» и дружеское резюме. Какой же плюс данной деятельности? Участие воспитанников во внеурочной деятельности добровольное. И воспитанник, и педагог выбирают эту деятельность, как правило, по собственному желанию и исходя из личных интересов и увлечений. Следовательно, в эту деятельность оказываются вовлеченными и взрослые, и дети, чьи интересы и увлечения совпадают. А что немаловажно, активными помощниками бывают и сами родители, законные представители воспитанников. Приведем пример совместного учебного проекта воспитанников 8 и 3 класса. Мы провели опрос среди воспитанников 8 классов гимназии искусств и обнаружили, что большая половина ребят затрудняется в переводе с русского языка на английский. И вы, наверное, спросите меня, для чего сейчас век интернета, и когда ребята имеют возможность использования автоматических словарей, нужны им эти умения переводческой деятельности. Воспитанники, которых я обучаю, учатся на музыкальном, хореографическом и художественном отделении гимназии, где в будущем, на наш взгляд, немаловажно уметь представить себя, свои работы, свои достижения на английском языке. Но, к сожалению, ребята не умеют строить предложения правильно с учетом правил английского языка. Например, ребята очень часто буквально по словам переводят русские предложения на английский язык. Например, предложение «мне 10 лет» вызывает у них затруднения, поскольку они начинают искать слово «мне» и у себя в голове, используя различные словари. Хотя на самом деле предложение «мне 10 лет» по-английски строится I am 10, что в переводе обозначает «я есть 10». Какие же чувства может вызывать такая ситуация у самих воспитанников, у меня как у учителя, но и у родителей, которые часто сталкиваются с данной ситуацией на практике, выезжая, например, за границу? Конечно же, расстройство. И для решения данной проблемы мы с ребятами предложили следующее решение. Один из вариантов – это выполнение дополнительных заданий учителя, занятия с репетитором, самостоятельные упражнения. И один из вариантов был проект аудиосказка своими руками. Проанализировав все плюсы и минусы, общим голосованием мы выбрали одно из решений – это проект аудиосказка своими руками. Плюсы вы видите больше, чем минусов. Это интересный формат работы, польза для будущего и общение с другими воспитанниками. Но и минус – это возможные сложности с организацией. Итак, ребята выбрали аудиосказку, и ребята выбрали сказку Владимира Сутеева «Цыпленок и утенок» для формирования умений переводческой деятельности, а также совершенствования грамматических и лексических умений.
Кроме этого, ребята определили, что, используя данную работу, можно научиться делать правильный перевод, подбирать соответствующее оформление, участвовать в инсценировке сказки, создавать аудиоматериал, используя оборудование лингофонного кабинета, который у нас появился с начала учебного года, и презентовать аудиосказку. Благодаря работе над проектом мы получили следующие результаты. На экране вы можете увидеть перевод сказки «Цыпленок и утенок» с русского языка на английский, но это только фрагмент. Затем был осуществлен воспитанниками 8 класса, а именно художниками, пробор соответствующего визуального оформления. Воспитанники 3 класса инсценировали сказку, пока, конечно, при использовании визуального оформления. И был, опять же, воспитанниками 3 класса был создан и был осуществлен отбор аудиоматериала. Это звуки и музыкальные композиции. Если не получится, я бы хотела вам продемонстрировать один из форматов. Также воспитанники осуществляли поиск аудиоматериалов. Вы видите на экране, они учились формулировать поисковые запросы, осуществлять подбор подходящих звуков, копировать, сохранять и использовать в совместной работе найденный материал. Конечно, здесь не обошлось без помощи учителя и не обошлось без помощи родителей. Если вернуться к тем этапам работы над нашим проектом, вы можете увидеть, что 4 этапа нашей работы уже проделаны, и остается самый, наверное, емкий, самый ответственный момент – это презентация, то есть запись аудиосказки и презентация аудиосказки, то есть аудиодиска, выпуск его и оформление. Но если посмотреть на шкалу применения, то мы вполне с ребятами укладываемся. То есть мы надеемся, что в апреле 2016 мы сумеем создать аудиосказку и выпустить ее.